Уроки технологий в необычном формате. Старшеклассники Чебоксарской гимназии номер 5 могут выбрать одну из трех перспективных профессий в сфере АПК. А те, кто помладше, всем классом знакомятся с миром фуднета. Такую оригинальную профориентационную платформу предложил школьникам Чувашский государственный аграрный университет. Два совместных с гимназией номер 5 образовательных проекта рассчитаны на разный возраст. С новыми направлениями сотрудничества школы и вуза ознакомилась Лидия Галактионова. Не школьные кабинеты, а настоящие лаборатории. Вот университетская сити-ферма. Здесь на вертикальных конструкциях различные растения, которые набираются сил абсолютно без почвы, по законам гидропоники. Моя мама тоже выращивает растения, но вот в таком количестве я никогда их не видела. Очень интересно проводить побывать на тех уроках, которые проводятся вне школы, потому что мы узнаем что-то новое, соответственно. Потом можно поделиться с кем-то этим опытом. Интересно познакомиться с современными биотехнологиями. Ребятам предложили самим высадить в войлочные горшочки семена зелени. Тщательная, скрупулезная работа, но результат впечатляет. Вот и директор гимназии не удержалась. Говорит, чтобы оценить качество предмета, нужно обязательно попрактиковаться самой. А для ребят интерес – лучший мотиватор к учебе. Практика-ориентированная работа, то есть когда ты попробовал, понял производство, понял процесс, а потом ты уже в области разных наук начинаешь понимать, почему это происходило в биологии, в химии. И мы начали сначала с уроков технологии в самом корпусе на Агакова, а затем партнеры наши, в данном случае аграрный университет, команда и моя команда учителей технологии, они как-то вот так переговорили и сказали, а почему мы только зацикливаемся на школе? Давайте попробуем интегрировать рабочую программу по технологии. Аграрный университет предложил обучение по основным рабочим профессиям – пекарь, кондитер, сыродел. Постигать не просто рабочую профессию, а погружаться в какие-то отраслевые моменты, которые помогают глубже понять отрасль. И, может быть, через это мы формируем уже человека будущего, профессионала будущего, который наряду со своими базовыми компетенциями имеет какие-то новые знания. Сейчас может каждый по очереди попробовать провести такую линию. Это учебная лаборатория по хлебопечению. Ребята заняты приготовлением имбирных пряников. Сами раскатывали тесто, а сейчас украшают фигурки каллиграфически вываренными новогодними узорами. Кстати, проба пера была посвящена родной гимназии. Очень вкусно пахнет. Хочется сразу скушать все. На Новый год хочу приготовить пару пряников, порадовать сестер. Кстати, на увлекательных занятиях могут присутствовать и родители, даже принимать в них участие. Мы, как родители, вообще нам очень понравилась эта идея, это предложение, этот проект, потому что дети погружаются в профессию. Мне кажется, это очень полезный опыт для будущего. Сыроделие – это одна из программ профобучения для старшеклассников, по завершению которой они получают свидетельство о рабочей профессии. Ребята постигают тонкости мастерства от обустройства сыроварни до дегустации собственной продукции. Родители были в шоке от того, что я сделал сыр своими руками, то есть я попробовал его сделать, я попросил маму купить мне творог, я сказал, я попробую сделать сыр, потом вы попробуйте, как вам получилось или нет. Первый раз сделал, это было недели 2 назад. Они попробовали, сказали, очень хорошо получилось. Привлекает молодежь и другая вкусная профессия – пекарь. Ах, каким ароматом веет от маковых бубликов. Процесс их изготовления для ребят теперь открытая книга. Знают и умеют. И сколько еще открытий их ждет на увлекательных занятиях под руководством преподавателей вуза. Пока проекты рассчитаны на год. В гимназии считают, что такая форма сотрудничества с вузом принесет свои плоды. Лидия Галактионова, Виктор Степанов, Вести Чувашия.